В эфире новости, в студии Даяна Федорова. Здравствуйте. В начале коротко о темах этого выпуска. Более 27 миллиардов рублей направят на реконструкцию аэропортовой инфраструктуры Якутии. Новые обновленные аэропорты появятся в 5 населенных пунктах. Сборная якутского филиала Центра «Воин» завоевала первое место на всероссийской смене «Время юных героев» в Волгоградской области. 2 гектара картофеля и поле грунтовых помидоров вместо привычного школьного двора. Для Булгуньяхтагской школы Хангаласского улуса это лето прошло в ударном труде. Более 27 миллиардов рублей направят на реконструкцию аэропортовой инфраструктуры Якутии до 30 года. Работа предусмотрена стратегическим указом главы республики и нацелена на повышение безопасности полетов и качества обслуживания пассажиров. Новые обновленные аэропорты появятся в Алекминске, Мирном, Полярном, Нюрбе и Зырянке. В Мирном уже строится новый аэропортовый комплекс с летно-посадочной полосой, рулежными дорожками и перроном. В Зырянке аэропорт планирует разместить на незатопляемой территории. Масштабная реконструкция также ожидает аэропорт Нюрбы. В Якутии продолжаются сборы и отправка дополнительной помощи участникам СВО. С начала года бойцам уже направили 111 единиц техники и свыше 220 тонн гуманитарного груза. Волонтеры региона регулярно выезжают на передовую для передачи адресных посылок, а задержку с отправкой очередного автотранспорта специалисты рассчитывают устранить на следующей неделе. Кроме того, к поддержке проекта активно подключаются золотодобывающие предприятия Аймяконского района. Уверен, что при сезонности на сегодняшний день актив будет возобновлен, и командный состав, и персональный состав тех работников, которые на сегодняшний день по разным семейным причинам пока что отошли от работы, будет возобновлена. Но в целом работа продолжается. Сотрудники опорных пунктов по новой ротации до конца года уже командированы. Сборная якутского филиала Центра «Воин» завоевала первое место на всероссийской смене «Время юных героев» в Волгоградской области. Команда «Ботор» стала лучшей среди 18 коллективов в турнире по лазертагу «Сталинградский штурм». Якутяне уверенно прошли все 4 этапа, продемонстрировав меткость, тактику и командную работу. Кроме того, спортсмены выступили в отборочном этапе всероссийских военно-тактических соревнований «Путь воина» и вошли в десятку лучших команд страны. Сами соревнования были сложными, да, конечно, потому что команды сильные, сплоченные, оказались лучше. Самым сильным противником оказался у нас Тюмень. Когда мы оставались в меньшинстве, мы все-таки выиграли. Сам путь воина трасса очень захватывающая, масштабная, тяжелая. Мы стартовали первыми, мы, открывали эти соревнования. Эмоции сильные. Там в основном воспитывался характер, стойкость. В Якутске прошла панельная сессия августовского совещания работников образования. В центре обсуждения внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. Эта тема стала ключевой для всей двухдневной программы совещания. За это время состоялось более 100 мероприятий. От обсуждения искусственного интеллекта в образовании до развития школьного спорта. На заключительной встрече подвели итоги учебного года, обсудили планы и изменения в законодательстве. Лучших работников в сфере образования отметили ведомственными и профессиональными наградами. В этом году Айсен Сергеевич особый посыл сделал в части развития государственной поддержки учителей. Это, считаю, очень важно, и нам в этом году необходимо будет принять несколько документов для того, чтобы закрепить эти меры поддержки. Кроме этого, это, конечно, второе основное выступление министра здравоохранения Лены Николаевны. Оно посвящено и подготовке медицинских кадров, и наличию медицинских работников и кабинетов в наших общеобразовательных организациях.
Более 200 молодых специалистов приняли участие в ярмарке педагогических вакансий. В Якутске на базе школы номер 5 состоялась встреча работодателей и соискателей в сфере образования. Вакансии представили 50 образовательных учреждений 17 улусов и города Якутска. В первую очередь школам требуются учителя математики, физики, русского языка, литературы, а также иностранных языков и начальных классов. Также для дистанционного поиска и размещения резюме работает портал учитель.тут.рф и специальный чат-бот. Я закончила свое обучение в этом году, училась 5 лет, рассматриваю варианты здесь и в Дальние улусы. У меня нет такой привязанности, так как я считаю, что опыт надо сначала набраться там, где коллектив хороший. Учителем я хотела стать с 1 класса, и до сих пор я не усомнилась в этом. Практики, наоборот, направили меня, что я хочу быть учителем. Я люблю учить детей с детства. Агродроны помогают якутским фермерам. В селе Мырыла Чурапчинского улуса этим летом испытывают беспилотник. Технологию применяют для повышения эффективности сельхозработ в условиях региона. На полях фермера Виктора Петрова площадью 170 гектаров выращивают 7 видов кормовых культур. На 72 гектарах уже провели пробное внесение удобрений с помощью тяжелых агродронов. Эксперимент реализуется в рамках муниципального пилотного проекта СИР-ИЕ, этапа ведомственного проекта «Цифровая агрокарта». Его цель – цифровизация сельхозугодий и повышение эффективности агропроизводства. Это огромная такая работа, концептуальная схема, в которых участвовало 9 организаций, 4 министерства, и каждый из организаций был ценен и очень важен, нужен. То есть без одной цепочки все бы развалилось. Поэтому в этом плане мы очень рады, что у нас удалось. Но будем дальше работать, считать экономику, еще будем подключать партнеров, чтобы определить перспективность применения и насколько это что позволит сэкономить и для развития сельского хозяйства дать. 2 гектара картофеля, поле грунтовых помидоров и цветущий оазис вместо привычного школьного двора. Для Бульгун-Няхтахской средней школы Хангаласского улуса это лето прошло в ударном труде. Ученики и педагоги превратили школьную территорию в настоящий образцовый агрокомплекс. Все подробности в материале Виолетты Засимовой. Через село Булгун-Няхтах пролегает республиканская трасса УМНАС. Проезжая по ней, можно заметить невероятно красочный двор местной школы. В этом году здесь высадили рекордное количество цветов. Продумывает и воплощает ландшафтный дизайн инструктор по труду Татьяна Голокова. Но по количеству у нас здесь выходит на всей этой площади школьного двора у нас высажено 2950 штук. Всю территорию школьного двора разделили на 8 тематических зон. Одна из них – площадка выпускников, главным символом которой стал корабль с алыми парусами. Алые паруса – это надежда, это исполнение желаний, вот какое-то будущее. Вот прям вот, чтобы ребенок о том, как он, какие-то цели, какая-то мечта, и все это сбылось. Поэтому мы установили алые паруса. Центральное место занимает зона знаменательных дат. Нынче она посвящена Году единства народов России. И мы прямо вот из таких вот досок сколотили вот буквы, все одинакового размера, все четко, и высадили низкорослые желтые бархатцы, капельки. Вот это год единства. В прошлом году был год 80 лет Победы. У нас была надпись 80 лет. Каждый год меняется. Через дорогу от школы еще один пришкольный участок. Здесь разместились овощные поля и теплицы, летние и зимние. Здесь учащиеся весеннее и летнее время проходят практику. Программа не обременительная, но дисциплинирующая. Летом каждый ученик с 5 по 10 классы должен отработать 5 дней по 1,5 часа в день. Сажали помидоры, поливали теплицы и сорняки убирали с теплицы. При этом у школьников есть и материальный стимул. Самые старательные и дружные классы получают денежные премии. Сумма, конечно, небольшая, но так, начиная там по 4 тысячи, по 3 тысячи, вот. 2000, да, на нужды класса. Они могут использовать сами, куда хотят. Класс, в котором учится Кристина Матвеева, по итогам весенней практики занял 3-е место. Заработанные деньги ребята решили отложить в общую копилку.
Мы их будем копить с классом на потом наш выпускной. И сколько уже давно копите вот на выпускной грядке? С 5 класса вроде бы. На школьных грядках соседствуют как привычные огурцы, капуста, свекла, зелень и морковь, так и редкие культуры, например, острый перец и баклажаны разных сортов. Но инструкторы по труду делают главный акцент на знаменитом булгуняхтахском картофеле и сочных помидорах. Под картошку нынче отвели 2 гектара, а помидоры прямо с куста раскупают жители со всего района. Там у нас 400 рассад помидоров сейчас растет, уже 3-й год. И все покупают. И мы каждый год по 120 ведер собираем, где-то 150, 30, да? В новом учебном году агропрофиль школы выйдет на новый уровень. Учреждение вошло в федеральный проект «Кадры в агропромышленном комплексе» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Это значит, что уже скоро здесь откроется современный, оснащенный по последнему слову техники, агротехнологический класс. Виолетта Засимова, Хангаласский улус. В рамках экологической акции «Зеленый четверг» в Якутии продолжаются субботники на площадках и в парках отдыха. В селе Андреевское Верхневилюйского улуса жители и представители Якутлесресурса, лесничества и экологических служб провели уборку в парке отдыха Кюнкю. Парк благоустроили в 2022 году по программе «1000 дворов». Здесь есть зоны отдыха и спортивная площадка, которыми пользуются жители разных возрастов. Участники субботника призывают земляков поддерживать чистоту и порядок в общественных местах. Сегодняшняя акция призвана привлечь население к санитарному состоянию населенных пунктов. Проводимые субботники по уборке общественных пространств, парков и детских площадок призваны привлечь население к содержанию их в чистоте и порядке. Ну а в селе Бердигестях на спортивной площадке ТОС-Сардаңа прошли соревнования по лапте среди молодежи от 12 до 18 лет. Юные спортсмены показали хорошую физическую подготовку, командную работу и волю к победе. Состязания организовали в рамках проекта «Территория отдыха и спорта». По итогам турнира победителей и призеров наградили дипломами. Для всех участников также организовали сладкий стол при поддержке местных предпринимателей. Спортивная встреча стала еще одним событием, объединившим молодежь и жителей микрорайона. Сегодня проводим заключительные мероприятия проекта, победившего на 3-м этапе конкурса гранта главы республики. Основным мероприятием было обновление ограждения спортивной площадки. Установили новое металлическое ограждение. На прошлой неделе организовали сводник с силами микрорайона, покрасили. Это были все новости к текущему часу. До встречи в дальнейших эфирах.